Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 25 октября. Уже в эту пятницу в Чувашии впервые отметят День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В регионе проходит марафон патриотических мероприятий. Сейчас о них поподробнее. Так, накануне во всех школах, техникумах и колледжах прошли внеурочные занятия на тему подвига тыловиков. А малышам в детских садах показывали мультфильмы о строителях Сурского и Казанского рубежей, которые были созданы руками дошкольников и их родителей. Также в Чувашии стартовал конкурс эскизов для будущего музея тружеников тыла. Принять в нем участие могут дети со всей республики. Авторы лучших работ в качестве приза смогут отправиться в специальную турпоездку. Также в республике проходит экологическая акция «Древо памяти». За несколько дней будут высажены более 400 саженцев. Традиционно в октябре онкологи проводят месячник по профилактике рака молочной железы. В республике за последний год выявлено более 400 случаев этого онкологического заболевания. Врачи могут обнаружить опухоль на ранних стадиях с помощью простого обследования на маммографе. Сегодня и завтра в Новочебоксарской городской больнице его могут пройти все желающие. Там будет работать передвижной маммографический комплекс. С 8 до 16 часов желающие могут подойти и пройти профилактическую маммографию бесплатно. Будет проводиться прием врача-онколога и врача-гинеколога. Также будет проводиться УЗИ молочных желез тем, кому это необходимо. В столице Чувашии снизилась аварийность на дорогах. С начала года, по данным столичной администрации, на территории города зафиксирован 4481 дорожно-транспортный инцидент. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ДТП на дорогах Чебоксар стало меньше на 10%. Сделать дороги столицы более безопасными помогает муниципальная программа развития транспортной системы города. В этом году на установку светофоров и специальных ограждений было выделено 3 миллиона рублей. В текущем году выполнена работа по установке светофорного объекта на пересечении улицы Энтузиастов и Грассиса на сумму 1,3 миллиона рублей, установку дополнительного светофора на проспекте Тракторстроителей, остановка общественного транспорта улицы Гастелла на сумму 600 тысяч рублей. Туристы стали задерживаться в Чувашии на сутки больше. Теперь в нашей республике путешественники в среднем проводят 3 дня. Такую интересную статистику привели в региональном Минэке. По данным профильного ведомства, многие гости посещают Чувашию в рамках тура выходного дня. Мокринский мост в Канашском районе – одна из главных точек притяжения. Не меньшей популярностью пользуется смотровая площадка «Птичий полет» на берегу Волги в Козловском районе. В тройке лидеров и мемориальный комплекс строителям безмолвных рубежей. Отмечу также, что за первое полугодие турпоток в регионе превысил показатель до пандемийного 2019 года. В региональном Минэке подсчитали, в отелях, хостелах, санаториях и базах отдыха за 6 месяцев побывало около 145 тысяч туристов. В Чебоксарах прошел вечер памяти легенды Чувашского театра, народной артистки СССР Веры Кузьминой под символичным названием «Год без тебя». Напомню, артистка ушла из жизни в октябре прошлого года. Ее творческий путь начался в 1947-м. На сцене Чувашского драмтеатра Вера Кузьмина блистала 74 года. Исполнила множество ролей. Спектакли с ее участием всегда становились событием театральной жизни Чувашии. Почтить память Веры Кузьминой, оставившей яркий след в истории чувашского театрального искусства, пришли министр культуры республики Светлана Каликова, артисты, руководство театра. Каждый поделился своими воспоминаниями о талантливой актрисе. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».